мы не знали, что разрабатывается новый проект закона о прокуратуре. Мы об этом не знали, но когда узнали, политический советник и советник по правовым вопросам господин Ранг позвонил нам, передал, уже в первом чтении они приняли его, передал копию то, что они приняли, передал его нам. Мы даже перевод мы сделали от статьи, где касается Гагаузии. После этого мы написали письмо, что мы не позволим нарушать закон об особом правовом статусе, и если не будет учтено мнение Гагаузии, то Гагаузия вынуждена будет принять собственный закон о прокуратуре. Это, сами понимаете, что это чревато большими неприятностями в взаимоотношениях между центром и Гагаузией. Никто к этому не стремится. В результате ОБСЕ убедила центральные власти, что необходимо подключить и Гагаузию. Мы настояли на том, что конкурс мы будем сами проводить. Пусть даже по критериям, что будут определены в законе. Единственное, мы поставили условие, что все прокуроры, которые будут работать на территории Гагаузии, обязаны будут знать гагаузский язык. Парламент не будет вмешиваться, он не будет представлять генерального прокурора, в отличие от Народного собрания. Единственная вот эта исключительная функция, которая оставлена за Народным собранием. Мы смогли отстоять, чтобы прокурора Гагаузии, главного прокурора Гагаузии, было по представлению Народного собрания. Да, он будет проходить конкурс, который будет разработан, то есть, чтобы он соответствовал критериям, но по представлению Народного собрания. Парламент не будет вмешиваться в эту деятельность и в назначение генерального прокурора. Другие люди, работающие в других системах правоохранительных органов, кроме прокуратуры, не могут быть прокурорами. Учитывая, что в Гагаузии где-то 30 прокуроров наберем и так далее, у нас нету людей, не будет, от кого мы должны выбирать. Мы настояли на том, что список надо все-таки, и Канду поддержал это реально. Мы кого будем представлять? Нас ограничиваете тогда вы. И согласились, разработчики согласились, что только кто работал в судебной системе. Сегодня у нас назначается прокурор Гагаузии, или вот так будет назначаться. И он будет подчиняться Кишиневу, вам, Народному собранию, вы для него формальность, чтобы вы его только предложили. И дальше он выполняет все законы Республики Молдова, а что касается законодательной части Гагаузии, он просто на них не смотрит. Покажите мне за 20 лет одного прокурора Гагаузии, который бы выступал за интересы Гагаузии вместе с Народным собранием. Нет, он будет выполнять только вот самая большая Республики Молдова. Потом дальше, когда у нас в Гагаузии какие-то проблемы, потому что мы не защищаем нашего прокурора, наше народное собрание не дает ему защиту, чтобы он в Кишиневе мог на заседании коллегии прокуратуры, Высшего совета прокуратуры Молдовы выступать за интересы Гагаузии, когда ущемляются наши законы. Он знает, что завтра будет приказ, и его сняли с должности Высшим советом магистратуры. А если он знает, что за ним стоит защита, народное собрание, и без народного собрания они его не могут снять, и он, извините, имеет статус, что он гагауз, и он может выступать, тогда да, мы ему даем возможность, чтобы он себя чувствовал, что он представляет наш этнос.